Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 8 июля 2023 года, с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Друзья, я вас всех приветствую. Наш стрим вещается, как я сказал, на YouTube канале и в TikTok. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Файтер, Вит и все. Мавидин, Вечный Зов, Шавига Машвовер, алейкум ассалам. Всех я вас витаю, шалом. Всех я вас приветствую, друзья. Так. Ну, перед тем, Машова, леди Машова, Шавига Машова. Так. Ну, перед тем, как начать стрим, я бы хотел вам рассказать новость, которую я опубликовал в разделе сообщества. Дело в том, что на Арбат Медиа, да, чтобы вы понимали, Арбат, вы знаете, да, Арбат находится в Москве. И Эхо Москвы, Арбат Медиа, Эхо Москвы, там это опубликовано. Ну, российский ресурс. И вот здесь говорится это от 5 июля новость, где Кадыров со своей армией, указано здесь, что будет воевать за независимую Чечню, экс-глава внешней разведки Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает нам российский источник, что уже само за себя говорит, создал мощные условия, Кадыров создал мощные условия, которые помогут его 60-тысячной группировке, оказывается, годами воевать за независимость своей страны. Кадыров разрабатывает план того, как стать руководителем суверенной республики. Об этом заявил бывший глава службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маламуж. Он для этого подготовил все условия, сообщает нам Коля. Он создал мощную финансовую базу, потому что он из Москвы вытащил все, что можно, подготовил некоторые производства, ископаемые, и самое главное, создал войска, большую часть до 60 тысяч боевиков чеченцев. Заметили? Боевиков чеченцев. Маламуж уже незаконно ставит вооруженных чеченцев, будь они кадыровцы, будь русских они не ставят. Это так вот, чтобы вот мы понимали, с кем мы имеем дело и почему вот такое отношение. Русских они не называют ни экзотикой, ни боевиками, я имею в виду украинцев, которых нам показывают по телевидению, которые могут воевать в горах. Вот, боевики и чеченцы могут воевать в горах. И это сложно, потому что их там надо будет выбивать. Еще это, наверное, Маламужу надо будет выбивать. Не русским же, правильно? Которые полностью контролируют и знают то, что Маламуж не знает. Потому что полностью Кадыров все управляются. И тут Маламуж заявляет, что это будет сложно убивать в горах там, и так далее. Еще один важный фактор. Кадыров собрал огромное количество вооружений, техники, боеприпасов, что позволяет ему воевать в горах годами, сказал Маламуж в интервью украинскому изданию «Главоред». Генерал также добавил, что чеченский лидер, я не знаю, с каких пор он стал чеченским лидером, но тогда давайте посчитаем, что лидером является украинцев, является, как его, бывший президент, которого на самом деле выбирали, Янукович. Давайте, да, Януковича будем называть лидером украинцев. Это говорит украинец, который воюет против России, и в рядах которого, украинского, воюют тысячи чеченцев. Обратите внимание, боевики чеченцы, там, и так далее, заявляет чеченский лидер. Когда он стал лидером, гауляйтер, непонятно. Но это, на это и
он и рассчитывает, что с ними будут считаться. Генерал добавил, что чеченские лидеры и надеются на ослабление федерального центра, в результате чего заявят о независимости своей страны. В планах Кадырова быть лидером суверенной Чеченской республики. На это он и рассчитывает, что с ним будут считаться, ослабленному правительству будет не до Чечни, и на этой основе он заявит о независимости. Хотя мы знаем, что во время поражения РФ чеченцы, воюющие в составе вооруженных сил Украины, реально будут претендовать на освобождение Ичкерии. Еще есть уже есть переходное правительство экзиле, которое готово возглавить Чечню, и народ может их очень активно поддержать. Пока что Кадыров строит планы как будущий лидер независимой Чечни, подчеркнул Маламуш. Я бы хотел здесь немножко дополнить Маламужа некого, что правительство в экзиле не существует. Есть группа лиц, которые изображают из себя правительство, играют роль правительства Чеченской Республики Ичкерия, то есть фактически незаконно пытаются захватить власть Чеченской Республики Ичкерия. Законная власть Чеченской Республики Ичкерия, независимая, не замешанная в связях с фашистской Россией, с террористической бандой ФСБ, является президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, куда входят Муса Таипов, Аят Эдигов, Алла Дудаева и еще некоторые люди. Это единственная независимая, не вербовавшая меня, об этом я публично говорил, писал, говорил, что только я не кричал на весь свет, что окружение Ахмеда Закаева, входящее в его правительство, человек предлагал мне работать на российскую разведку против Украины. Маламуж, это я вам говорю, против вас меня пытались вербовать люди в окружении Ахмеда Закаева. И после всего этой вербовки, попытки вербовки, которую я придал гласности, об этом действие самого Ахмеда Закаева, его окружения очень характерно демонстрировало, что эти люди заодно. И у меня есть на этом веские основания так утверждать. Я специально наблюдал, собирал информацию. Поэтому никакого правительства экзиля не существует. Существует имитация деятельности, которая очень близко связана с российской разведкой. Потому что человек с российской разведкой, как я сказал, предлагал мне работать на них, и что обязательно я буду на них работать. Но, увы и ах, не получилось у них. Так вот, фактически, всеми правдами и неправдами представители на телевидении Украины, КГБ УССР, такой как Маламуж, Подоляк, Геращенко, Арестович, эти люди фактически нам предлагают осуществить план КГБ ФСБ. То есть Кадыров договаривается с правительством так называемого экзиля, театральной труппой Ахмеда Закаева, и они устраивают нам в Чечне, в Чеченской Республике Ичкерия, Палестину, то есть религиозную эту общину, религиозное такое государство, где эти люди используются, управляются КГБ СССР. Вот такие новости нам поступают. Каждый день Украина радует. Каждый день Украина радует. Так, друзья, давайте почитаю ваши комментарии. Почитаю ваши комментарии. Так. Так. Взаимно, взаимно.
Алейкум салам, Марат Машволь, вітаю, бавовнятка, всех я вас вітаю. От Дагестана до Адыгеи будет свободен, нам НАТО поможет. Мы все народы, не только другие, мы все чеченцы, я сам из Кабардино-Балкарии. Алия Валиева. Да, совершенно верно. Мы должны освободить весь наш Кавказ и должны ориентироваться на НАТО. Но экзотика, боевики это еще так себе. А вот на украинский телеканал сейчас утверждает, что Израиль это враг Украины. Да, Файтер, я обратил внимание на это. И вот такая вот ситуация. Всех своих друзей Украина распугивает. Не знаю, с какой целью это делается, но вот такая вот интересная такая ситуация появляется у нас. Интересненько, конечно. Мой парень, он чеченец, мне пока 12 лет. Алия, ну, вообще, конечно, рано тебе о парне думать в твои 12. И скажи этому чеченцу, что мы его будем очень сильно ругать, если он будет тебя обижать. Так, давайте дальше. 12 лет. Ну, вообще... Так, Асан, почему ты не носишь бороду? Готовим вкусно, с ником задает. Иди приготовь что-нибудь вкусное. Асан, в начале военных действий была же подобная попытка, что КРА может потребовать независимости и так далее. Теперь вторая попытка. Ну, от этих планов не отказались. Это план о вхождении Чеченской республики Ичкерия под контроль фашистской России. Вот такой вот план. Так. Давайте сейчас. 5:25. Так. А сам в Украину собираешься приехать? А с какой целью, Кон-Кон, интересуешься? Да, Хамид, по всей видимости, перепутала. Так, давайте. Здесь к нам 15-рублевые заскочили. Асна Шубар Тунбат. Саваск штибол бечарт. Саница хирбат барт. Заманго. Так. Маж уахият мирш дат ди элвай пеймар, саллаллаху алейхи вассалам, хоцун сунат лило шват, говорит мне Гумсхо. Он говорит, что я должен отпустить бороду и укоротить усы. Но почему-то они все сбривают их начисто, не укорочают усы, а начисто сбривают их усы. И похоже, это только меня касается, видимо. Он говорит, почему ты суннат желательное, то, что делал пророк, мир ему, что я не делаю. Говорит мне человек, спрятавшись за ником, человеку, который открыто выступает и говорит, и делает уже много времени. Вот такие вот к нам заходят люди. Дедик Хилдал Уизель Орство. Аханер Султан. И минутиш, ауицек, Аханер Султан. Сумца, ойз, асцавиноне. Так. Давайте дальше. Асан, почему чат-рулетку не захожу? У тебя хорошо получалось, смотрел твои стримы. Аферист Шулер. Ну, не получилось.
получается, слишком много времени, это, потом это надо все обрезать, там мат, перемат, это очень сложно на самом деле. А так буду иногда, наверное, делать, посмотрим. Так. Так. 15-рублевые, всем привет. И уйцера. Сумца ойзис. Провокатор волчок, терем дует. Сумца ойз. Так, готовим, вкусно смотреть. Я думал, ты ее видишь. Так. Салам алейкум. Алейкум ассалам, юзер. Малик. Так, друзья. Еще, ну это еще завтра на чеченском буду рассказывать, друзья. Очень интересная ситуация тут разворачивается. Расскажу завтра на чеченском языке. Так будет лучше. Так. Так. Чечня будет независимой республикой. Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована, Малик. И она обязательно будет свободной и независимой. Да, Алмула. В этом нет ни малейшего сомнения. Но у нас хотят перехватить инициативу. И я так полагаю, украинцы в этом помогают. Посмотрим, некоторые украинцы, конечно, не о всех речь. Но вот такая вот интересная тема получается. Чеченцев вносили список, Данилов при президенте Зеленском, Аваков там еще где-то рядом ошивался, а сейчас пропал куда-то, не слышно, не видно. Может, уже прижали хвост. Будем надеяться, что всем прижмут. Но Авакову давно нужно было его прижать, и будем надеяться, что все, кто связан с фашистской Россией, рано или поздно понесут заслуженное наказание. Война маршуэль. Украина, витаю. У нас родился мальчик Джахар, украинец. Светлана, я вас поздравляю. У меня родился племянник. Мы его тоже назвали Джахаром. Слава Украине, слава Ичкерии. Это хорошая новость. 2 Джахара в этом году уже точно есть. Супер просто. Так, а мой папа, он тоже не ходит с бородой. Он брит с машинкой бритвенной. Классно, молодец. Почему соцауцен? Люш, говорит, я на всех ругаюсь, раз у нас по-русски стрим, буду переводить для своих не чеченоговорящих зрителей. И ты один единственный чистый, говорит. Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом чистые цены, но могу сказать, что
Не я один. И я не всех ругаю, если ты заметил. Я не ругаю всех. Я говорю правду, как есть. Извини, что она не всегда с твоим представлением или с той иллюзией, которую тебе навязали, она совпадает. Побудь на моем месте, посиди, поразбирайся во всем. Пообщайся с вербовщиками из театральной труппы Ахмеда Закаева. И тогда делай выводы. А так я не совсем. Моя власть, не моя, наша всех, Чеченской Республики Ичкерия, независимо, является президиум и правительство Чеченской Республики Ичкерия, куда ходит много людей, и эти люди по-настоящему независимы, по-настоящему свободны и непродажны. Они никогда не были за Россию, это не замешаны даже, замешаны где-то как-то. И я вот после долгих поисков пришел к тому, к чему пришел. Так. Дейли саламаш хойл хойл астамаш шумасудойл. Дейли саламаш хойл война маш хойл. Так. Есть один народ, усы бреют, бороды опускают. Они, интересно, чей сунны соблюдают. Им цаасу одиноки. Жахар прекрасное имя. Да, Марик, абсолютно. Слава Украине, гунд ола ишт эл мекш дуи. Дуки. Гундати ишт эл мекш. Гундати. Дук. Знаете, мне говорят, почему ты говоришь слава Украине, это нельзя говорить, ну как бы, разве можно так говорить, он вопрошает, но он не первый человек, и я объясню здесь, что это имеется в виду. Знаете, когда России что-то нужно, появляются какие-то товарищи, и почему-то всегда у них бывает такая же тема, такие же нарративы, как у русских, как у КГБ СССР. И вот слава Украине нельзя говорить, потому что слава только Господу нашему, Богу, и вот больше нельзя по-другому говорить. Нам вот так заявляют. Но это, конечно же, абсурд, абсолютный абсурд. Мы не возносим Украину до уровня Бога, а просто восхваляем ее. Как мы можем восхвалять за какие-то хорошие поступки детей своих, знакомых, друзей, просто посторонних людей, за какие-то сказать, слава, такой настоящий парень, настоящая девушка, мужчина, женщина, ребенок. И ничего в этом нет. Но на этот бред эти люди не обращают внимания. И они нам постоянно рассказывают вот о таких вещах. Нельзя говорить слава, потому что это почему, не знает никто почему. Но вот нельзя говорить слава Украине, потому что потому. Так, ну это 15-рублевые, видите, вот у них вот это слава Украине, там борода, вот это набор весь гибнюков, которые они мне постоянно отвлекают этими темами, все на месте. Нормально. Так, Хамзат Машвойль. Так. Переломный момент в войне, поэтому всякие непонятные темы. Люди вроде компетентны, но направление и тематика непонятны. Вероятно, да. Вероятно, да. Слава Украине, Ичкерии. Героям слава, Тамерлан. Героям слава. Слава Украине. Слава Ичкерии. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hamzat. Машвойло. Аслан, да, дикенс дуква ойло. Вешикан Джахар Хусан و مخکن و اوما برکت خلیل از وری ور دikç vejeri dik وش خلیل آمن دیریس خلیل آمن ماش موكش وعليك سلام شميل وعليك سلام آدم مشوول وهو شاوي جوول. Так.
Да-да, Малик, 15-копеечные будем называть, 15 рублей. Но сейчас, правда, сейчас доллар, евро подорожали, и деревянный еще дешевле стал. Поэтому им, наверное, надо много писать комментариев. 15-копеечные. Привет, Деон. Спасибо, пусть дети растут вольно в свободной Украине и свободной Ичкерии. Амин. Амин. Так, Деон. Стрим сегодня тоже будет около часу. Привет. Привет, привет. Умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать. Так что признавайте свои ошибки и исправляйте их. Глупые люди. Правда, глупые все равно не признают, поэтому бесполезно. Валейкум салам. Валейкум салам. Так, кстати, тоже хорошая новость, о которой тоже стоит отметить. Еще 5 героев Азовстали возвращаются на родную землю. В сентябре 22 года Украина спасла военнопленных, из них 5 лидеров. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлеха. С тех пор наши защитники находятся в Тюрке под гарантией защиты президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. Сегодня они возвращаются домой и наконец воссоединятся с родными. Слава украинским героям, слава Украине. Казан, чаще не успеваю смотреть твои стримы, но смотрю их всех за ногу. А так, пока бегаю из бумаги, ты знаешь. А так, а сам с тобой, если кто говорит нет, ах, white that's. Ясно. Андрей Луганский. Очередной провальный визит Зеленского в Европейскую Болгарию. Снова киевский. Болгарский. Так, Андрей Луганский 2. Это, я так понимаю, не настоящий Андрей Луганский, да, мне пишет? Так. Красная Родина часто снится? Не знаю, иногда снится. Армия РФ совершила невозможное на Запорожье. Остановила Очаков ТВ. Что-то к нам и сюда зашли эти 15-копеечные. Одесская хунта здесь. Ты смотри, сколько у вас поддельно здесь получается. Ну, все равно. Ну, давайте, раз тут пишут, что у ВСУ все плохо, я вам расскажу немножко, как плохо у фашистской России. Ну, вы сами вынудили просто. Говорили бы, как из ТикТока 15-рублевый, а вы про бороду там и все такое, а вы тут начали говорить про ВСУ. Это зря вы так.
У России, как обычно, все плохо, друзья. Доллар растет, экономика скукоживается, все очень плохо. Фашистская Россия скоро будет переходить на подножный корм, будут есть травку, жевать травку и просить помощи. Знаете, как Северная Корея вымогает себе зерно? Она запускает атомную бомбу, проводит испытания, вводит ее, там, направляет ее и так далее. И потом, понимая, что люди реально умирают с голоду, цивилизованные страны, англосаксонская цивилизация, которая фактически полностью изолировала эту Северную Корею. Ну так, как говорится, чтобы не воняло, не трогают и отделили. Но они время от времени начинают будоражить весь мир. И вот, когда им все плохо, гуманная англосаксонская цивилизация говорит, ну ладно, черт с вами, и дает им зерно, продовольствие. Также она давала, большому сожалению, давала ножки Буша, так называемые, окорочка, которые в огромном количестве, и не только окорочка, это так стало известно, да, потому что советские граждане не знали, что такое окорочка, ну, именно вот в таком виде, в котором им продавались и представлялись. И потом начали распускать слухи, что окорочка, кстати говоря, я помню эти слухи, что окорочка мясо самое вредное, и нам дают американцы, потому что оно самое вредное. Только русские фашисты могли так говорить тем, кто кормит их. Только раб может молить о еде и потом говорить, что дают нам отбросы свои ненужные и так далее. Но это такая благодарность Соединенным Штатам и другим великим державам. Поэтому в ближайшее время фашистская Россия будет снова клянчить еду. Путина они выдадут, как Слободана Милошевича выдали сербы. Сейчас, правда, опять из себя корчат каких-то там великих имперцев сербы. Но вот Европа, свобода дает такие привилегии и разрешается им иногда такие вещи говорить. Поэтому вот таким образом фашистская Россия скоро будет клянчить. Также стоит отметить, что фашистская Россия несет колоссальные потери, колоссальнейшие потери несет. В Украине уровень, моральный дух русских террористов ниже плинтуса, так низок, как он даже не был в самом начале, когда их начали только разбивать в огромном количестве. И фашистская Россия вот-вот готова дрогнуть. Но вот благодаря вот этому спецмятежу Пригожина, когда ему удалось выявить всех врагов путинского режима, банды ФСБ, КГБ СССР, сейчас закручивание гаек идет. Всех недовольных генералов, всех более-менее имеющих вес в армии генералов зачищают. Как и ожидалось, вот эти дни мы так и не увидели подъема российских генералов, российских военщины. Они сами по себе это подчеркивают и доказывают очередной раз, что это абсолютно никчемные трусы. И они друг на друга постукивают, сдают, и российская армия будет обезглавлена, как она была обезглавлена в конце 1937-м и в 1938 годах прошлого века, когда Сталин перед началом Второй мировой войны вместе с Гитлером зачистил весь свой генералитет для того, чтобы никто не смог ему составить конкуренцию. В армии ставил новых людей, которые полностью были ему лояльны. Сегодня приблизительно происходит то же самое. Как и ожидалось, русские офицеры, русские солдаты, военные оказались трусами, которые не способны ни Россию защитить, ни самих себя защитить. И КГБ безраздельно, безгранично собирается властвовать над ними. Ну, как говорится, что заслужили, то и получили. И будет это продолжение, будет идти, это все будет продолжаться.
Так, смотрите, все старый дикобраз. Сегодня, смотрите, у меня какие гости с никами левыми. Старый дикобраз, Киевская Русь, Александр Беспалый. Короче, Очаков ТВ. Да-да, моим парням понравится, когда я расскажу, что сегодня вы здесь были. Дайте я вас сниму, парни. Надо вас запечатлеть. Так, сейчас я... Так, запись пошла. Давайте я... Так, вот у нас здесь Очаков ТВ, Андрей Луганский 2. Кто у нас тут еще? Старый дикобраз. Ему понравится Киевская Русь, Александр Беспалый. Короче говоря, вся наша спилка блогеров. Лата гриль. Да-да, нормальная тема. Ну ничего, вот так, парни. Нормально, хорошая попытка. Рад, что вы стараетесь. Рад, что я вам мешаю. Я очень рад, что вам мешаю. Так, за подарки спасибо. Джеки Чан. И таши пацан diyor. Daha sıra öyle ha подарок. Штаэль Чумадац. Интересно, вот Джеки Чан и Шипацан. Вот какую цель ты преследуешь, Джеки Чан? Можешь зайти мне вот сюда, вот ты же ведешь прямые эфиры. Можешь зайти и рассказать, какую цель ты преследуешь, ведя вот блог. Я заходил на твою страницу в ТикТок, и там ничего нету связано с Ичкерией, с нашей независимостью и так далее. Ну ты ведешь канал, не стесняешься показывать свое лицо и так далее. И сейчас заходишь ко мне, уже не в первый раз ты ко мне заходишь. Может, ты зайдешь, расскажешь, с какой целью. Вот одновременно появилось большое количество тикток цеховиков, блогеров цеховиков. И ты тоже одновременно с этим появился. Да, это, конечно, может быть совпадение, может кто-то вместе вот с этой большой группой ты тоже как-то там оказался. Вот мне интересно, вы цеховики или же вы независимые, свободные чеченцы, которые думают о своем народе, о своем государстве, о правах своего народа. Зайди, ответь на несколько вопросов. Будет интересно. Так. Умадас, мистер, все нормально. Алейкум салам. Ты за Украину? Конечно, я за Украину. Успехов и вашему позицию Чеченской Республики Ичкерия. Верим, будет независимая республика. Далмула, Марик, Далмула, Амин. Алейкум салам, Джеки Чан, Саши Пацан. Нисба, привет, слава Украине, героям слава, Ахмад Чай. Нет, надо не Ахмад Чай говорить, Ахмад Силас надо говорить. Путин и так далее, Раша Параша. Аслан, вы стрим ведете в чат рулетки? Да, я веду в YouTube и в чат рулетки я веду стрим. Слава Украине, героям слава. Да, не бань, Хамзат, не бань. Только если вот откровенные будут оскорбления, там выпады, тогда бань, а так пускай заходят, пишут. Я им пацанам своим из спилки блогеров покажу, вот этот видосик закину. Как они мне тут зашли, будет весело. ВСУ дают кассетные боеприпасы. Да, аферист, совершенно верно. ВСУ, американцы выделяют кассетные боеприпасы. Будут с еще большей силой уничтожать террористов. Если бы украинцы были такими же активны, как 15-копеечные, уже бы иллюстрации давно провели бы в Украине. Да, не говори, Файтер. Как же бесятся гибисты, но смотрят Арцуева даже под
под именами дразнящих их очаков, то одесских, может и до них что-то дойдет, если смотрят. Слава ЗСУ, Литва. Героям слава. Слава Литве. Артемовск освобожден. Так, это Вата Гриль, этого не читаем. В политике США вполне компетентен и известен Сергей Любарский. Было бы неплохо пояснить ему ваше понимание ситуации в ЧРИ и Украине. Они друзья с Табахом Юрием. Я думаю, мою позицию уже, нашу позицию уже знают давно все. Ну, я готов, я открыт, в принципе. Это же хорошо, если так смотреть, что провалился недомятеж Пригожин. Нужно, чтобы по возможности побольше уничтожить военный потенциал России. Мехико. Ну, дело в том, что он не провалился, Путин, этот пригожинский так называемый мятеж. Он не провалился. Он так был задуман. И украинская сторона в лице Подоляка, Геращенко, Арестовича и Буданова, она фактически курировала и вела. Мы видели реакцию, мы видели, как все это происходит. И я был удивлен, когда Кирилл Буданов сказал, что это настоящий мятеж. Что это реальный мятеж, он сказал. Я был реально удивлен, потому что по всем моим раскладкам никак он реальным быть не мог. Но потом я выяснил, что планировалось поднять такую волну против кадыровцев, так называемых. То есть пригожинцы должны были против банда ФСБ Пригожина, вооруженные силы ФСБ, пригожинцы, вагнеровцы или уткиновцы, должны были уничтожать там или сражаться с ФСБшной бандой кадыровцы. Но этого не произошло. Пригожин и ФСБ просто всех переиграло. Оно посчитало, что нам это не интересно. И фактически год, потраченный на Пригожина, которого так усиленно раскручивали все украинские медиа, там под Бахмутом там много чего там позволялось. И там, ну, его везде вы видели, его рекламировали, раскручивали. Потом Пригожин сообщил, что уничтожен Демельханов и 200 человек его охраны, или там сколько-то там миллионов человек его охраны. И об этом нам сообщили украинская сторона. А мы все, и я в том числе, верим украинской стороне. Потому что русским мы не верим вообще напрочь. И для того, чтобы мы поверили, об этом должна заявить украинская сторона, то есть наша сторона. И вот тогда мы начинаем в это верить. И нам рассказали, что Демельханов уничтожен и так далее, и так далее. И что вот, и потом сразу же с российской стороны появилась информация, что Пригожин слил эту информацию, потому что у Пригожина с этими кадыровцами рамс такой, да. Но, как мы выяснили, это все оказалось КГБшной разводкой, в которой участвовали разные люди, которые очень подозрительно себя ведут со стороны Украины. Как-то так. 15 копеек, нормально. Базбинирюш Аслам, 15-рублевые. Да, война, 15-копеечные пускай будут. Приветствую всех нормальных людей из солнечной Испании, говорит Николай. Витаю солнечную Испанию. Ну и что, и куда пропали все комментарии? Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, дика. Казахи за Украину и за свободу Чеченской Республики Ичкерия. Малик, вы казах? Или, да, спасибо. Спасибо. А мы за казахов. Так. Приветики, Путин и так далее. Асай, так. Это смердящие ботики, да. Ассаламу алейкум, бюстик хил, ночи маттар, эфир, Говорит, ва алейкум ассалам. Майк Тайсон мне говорит, на чеченском сделай. Обязательно завтра приходи в это же время, будет на чеченском языке. Спилка блогеров Украины говорит, что Чечня часть России и Шамиль Басаев террорист. Значит, Дудаев Сепа
Спилка блогеров Украины так не говорит, что Чечня часть России. Я этого не слышал. И что Басаев террорист, я тоже не слышал. Но если они так говорят, кто конкретно, скажите мне, потому что спилка блогеров, так я не видел и не слышал этого. Я не очень активен в группе, но и такого никогда не слышал. Не смотрю их видео, очень давно не смотрел, поэтому если кто-то такой есть, скажите мне его имя, и я задам ему этот вопрос, обязательно выясню, на каком основании он так говорит. Аслан делает стрим на чеченском и русском, просто надо его грамотно просто послушать и все, Майк. Так, кстати, Киевская Русь бывает только киевская. Касапы всю историю плагиатуют, название страны украли, флаг украли, гимн украли. Да, Сгрей, совершенно верно. Про этих цеховиков Толстой говорил следующее. Люди думают, как отцы их думали, а отцы как деды, а деды как прадеды, а прадеды они совсем не думали. Так. Так. Джеки Чан сашипаца. Хочу мацавеля. Саваш. Чувала вистрил урвайше. Так, да. Ну ладно. Так и да, киевская хунта и дед Олесь. Так они говорят, Шамиль. Я не слышал, Шамиль. Я обязательно задам этот вопрос. Обязательно. Амин, Малик, амин. Вечная память Джахару и Басаеву. Амин. Так. Одну минуточку. Киевская хунта. Киевская Русь, да, ты сказал? Так, хунта или Киевская Русь? А то я сейчас могу позвонить Киевской Руси. А ну-ка, Шамиль, поясни, пожалуйста, ты про Киевскую хунту говоришь или же про Киевскую Русь говоришь? Так. А мне бунты на России нравятся, любые, нет ничего прекраснее, когда они мочат друг друга. Они очень ждут второй серии, где спецэффекты будут поярче и подольше. Сгрей, но они не мочат себя. Ну, мы не видим, что они мочат. Если проводится какая-то спецоперация по выявлению своих противников, это еще не значит, что они друг друга мочат. Правильно, понимаете? Я не могу понять, как это так у меня здесь. Нет, сейчас, одну секунду. Все дело в этом. Так. Азербайджан вернет Карабах, там тоже Россия убивала мирных жителей.
Да, мирных людей. Одно непонятно, сам Пригожин хотел сцепиться с кадыровцем, или его хотели заставить. Эти обыски, это как бы слив на него компромат. Что это было? Или он сам слил все планы кадыровцев, что их хотят столкнуть. Ну, знаете, мне что кажется? Мне кажется, внутри вот этого ФСБшной банды Уткина, Вагнера, были настроения повоевать против кадыровцев. И войска из Украины якобы будут выводить для того, чтобы подавлять, уничтожать кадыровцев. Ну, кадыровцы, они имеют хорошую крышу, защиту, там, поддержку, не только на самом верху, но и много они уже подружились. Они же много лет ради русских убивают чеченцев. Поэтому определенная как бы заслуга у них перед нами есть. Поэтому, скорее всего, они бы не убивали, да, одиозных кого-нибудь мочканули бы, остальные бы просто перешли на сторону новой власти в фашистской России и убивали бы чеченцев. Вот такая была задумка. Но это представлялось для украинской стороны, видимо, так. Если, конечно, вот эти люди, которые играли в эти игры с Пригожиным, с ФСБ, если они изначально не планировали, но на самом деле не совершать ничего такого, что реально там будут кого-то убивать и так далее. Цель, она вот сейчас, да, мы говорили об этом еще до того, как все это произошло, но цель, она была очевидна. И сейчас она уже более-менее уже очевидна. Пригожин на свободе, показывают его дом, якобы проводят обыски. Это так, создается алиби для Пригожина, что типа он там тоже как бы против него идут разные следственные действия и так далее. А с другой стороны, из дома, проводя обыски, показывая нам все это, из дома Пригожина можно забрать компромат и доказательства российских офицеров, высших офицеров, которые были против этой войны и против режима Путина, которые понимали, что они бьются об стену головой и не могут победить Украину, и не смогут ее победить. Поэтому вот сейчас уже очевидно, что идет просто укрепление власти КГБ, ФСБ, фашистской России. Это абсолютно очевидно уже. Хотя мы об этом говорили еще до начала. Я еще 4 июня, по-моему, писал, что вот красных генералов, как в 1937-1938 году, будут зачищать. 4 июня я это говорил. А как известно, 24 июня, ну я могу ошибаться, дата 4, 5, 6, 3, может быть. Это можно у меня на YouTube канале посмотреть. Я писал текст на эту тему про красных генералов, которых будут зачищать. И поднимутся ли красные генералы. И, конечно же, я был больше склонен считать, что не поднимутся эти красные генералы. И они не поднялись. Вот какой был план. Так, давайте еще немножко, и я уже заканчиваю, друзья. Давайте чуть меньше часа. Илларионов, Боровой и Любарский утверждают о договорнике Байдена с Путиным относительно войны в Украине. Аслан, твое мнение? Я видел вот это утверждение их, заявление вот Борового, я об этом слышал. Но я не знаю, я считаю, что эти люди очень информированные люди. Но мне, ну, не знаю, я не могу еще ничего сказать по этому поводу. Это плохо, если так и есть. Недавно смотрел, чей, Шамиль, чей ты стрим смотрел? Киевская хунта или Киевская Русь?
Алейкум салам, Самоль. Рыбак, так. Приветствую, сегодня стрим на русском. Да, сегодня на русском, завтра в это же время будет на чеченском. Даст Бог. Так. Украинские блогеры никогда против истинных чеченцев плохие мнения не озвучивают. Я тоже никогда не слышал. Я не представляю, как они называют Басаева террористом. Я не представляю. Я знаю многих, ну я не всех знаю в нашей спилке блогеров, я знаю многих, но все очень принципиальные парни и отлично себя ведут. Ну, может кто-то что-то сказал, я ничего не утверждаю, но я такого не слышал. А если я такое услышу, я обязательно это выясню. Так и да, киевская хунта. Все, спасибо. Выясню обязательно. Спрошу. Так. Это безосновательно. Марк, я знаю, конечно, Марка я знаю, киевскую хунту знаю. Он писал отличный стих про чеченцев и никогда не слышал. Ну, узнаю. Одесская хунта говорил, что Басаев агент ФСБ. Ай, это интересно, конечно. Ну, вы даете. Ну, ладно, это другая тема. И, конечно же, все это туфта. Нету такого агента ФСБ, после того, как его 14 членов семьи убивают, женщин, детей, стариков, он продолжает служить. Правда, говорили ГРУ, он продолжает служить, сражаться. Когда окружают город Джахар, русские террористы, и наши выходят по минному полю, Басаев идет первый по минному полю, командующий, генерал, идет первый по минному полю и первый подрывается. И ему отрывает тогда ногу. Ну, это, конечно, все туфта. Ну, ладно. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Завтра я вас жду на чеченском языке будет стрим. В 8 часов по Берлину, в 9 часов вечера по Джахару. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль, Машоль, Бюсде, Алюэль. Вы где эти комментарии? Я читаю, Марик, в YouTube у меня идет тоже стрим. Заходите и читайте. Потом вы можете посмотреть и комментарии, и посмотреть стрим, который сегодня у нас прошел. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Адикюэль, Машоль, Бюсде, Алюэль.